Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Малая Родина – сила России. Эксперты обсуждают будущее территориального развития. В форуме участвуют представители всех 89 субъектов страны. Каждый регион представлен на площадке. Беда не приходит одна. Или однажды. Уже во второй раз семья Поповых из Магана переживает пожар. Зима в Якутии, риски на дорогах и водоемах, а также работа спасателей. Расскажем, как экстренные службы обеспечивают безопасность. Территориальное развитие завтрашнего дня – центральная тема дискуссии так называемой встречи взглядов, которая прошла в рамках форума «Малая Родина. Сила России». Эксперты обсуждают самый широкий круг общих для многих регионов вопросов, которые находятся на стыке интересов государства, предпринимательства и гражданского общества. К слову, представителей регионов на форум приехало ровно 89 от каждого субъекта большой страны. Безусловно, для представителей Дальнего Востока общими темами остаются транспортная доступность, логистика и развитие территорий. Абсолютно важно, чтобы была понятная стратегия. Стратегия развития субъекта, которая тесно потом уже увязывается со стратегией развития муниципальных районов, ну и дальше уже спускается на уровень населенных пунктов. Это вот для таких больших субъектов, как Якутия, например, это просто жизненно необходимо. Вот мы, живя на такой большой территории, которая имеет достаточно свои серьезные особенности, в том числе и климатические, мы не имеем права жить короткими дистанциями. В Магане сгорел дом участника СВО. Происшествие случилось в ночь с воскресенья на понедельник. Тогда в доме проживала семья брата бойца Чита Поповых и их дети. Как рассказывает Игнат Попов, отец семейства, когда вспыхнул пожар, в доме были только супруги. Младшая дочь в этот день ночевала у родственников. От страшного исхода семью спас чуткий сон Игната. Он сквозь сон услышал характерный для огня треск и, моментально среагировав, разбил окно. Через него супруги и спаслись. Вызванная бригада пожарных огонь ликвидировала, однако дом спасти не удалось. В настоящее время Попову вынуждены снимать квартиру. Шоковое состояние, конечно. До сих пор сложно, трудно. Помогает людская только поддержка. Иначе бы руки опустили бы, наверное. Люди помогают морально, материально. Большая благодарность нашему народу. В Центре войн подвели итоги этого года. За прошедший период специальное обучение прошли 2310 школьников, студентов и сотрудников разных отраслей. Одним из важнейших успехов стала победа сборной команды республики на военно-тактических соревнованиях «Путь воина». Курсантов наградили нагрудными знаками за особое отличие в военно-патриотическом деле «Ботур» и медалями «Юному патриоту». Также торжественно подписали соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Федерации стрельб на дальние дистанции и с Центром национальных видов спорта имени Василия Манчары. У нас этот 2025 год, урожайный год, потому что курсанты Центра войн впервые, которая проводилась в нашей стране, выиграли. Поэтому у нас восхищение этих ребят, душа радуется, если так сказать. Самая главная задача, мы должны воспитать детей для патриотизма. И не только патриотизма, рука должна защищать Родину, они должны уметь ходить, бегать, прыгать. И самое главное, их цель, задача – это здоровый образ жизни. В Амге состоялся форум волонтеров «Поделись светом», где приняли участие волонтеры района, общественные объединения, а также родители и близкие бойцов СВО. Мероприятие собрало самых активных и неравнодушных жителей района, чья повседневная работа и инициативы наполнены духом товарищества и взаимопомощи. Приглашенные гости, хедлайнеры, поделились своим опытом работы в сфере волонтерства, включая поддержку участников СВО и развитие социальных инициатив на местах. Прошла пленарная часть по двум модулям. В первом модуле мы говорили про СВО и приехали хедлайнеры из Якутска. А во второй части рассказывали волонтеры из разных сфер, в том числе с Министерства молодежи. А после обеда по 9 разным площадкам наши волонтеры демонстрируют свою деятельность. И люди, пришедшие сюда, должны пройти все эти станции, все эти площадки. Тогда они получат маленький приз.
В Бердигистяхской средней общеобразовательной школе имени Семена Данилова стартовал всероссийский проект «Парты герои» и стенд «Наш земляк» участник СВО. Стенды посвящены 2 выпускникам их школы, героически павшим в зоне проведения спецоперации «Защищая Родину». Стенд установили в самом сердце школы, где проходит больше поток учащихся, гостей и учителей. На открытии стенда присутствовали ветераны и родители павших воинов. Урок мужества, проведенный в этот же день, стал важной частью мероприятия. Такие мероприятия помогают школьникам и молодежи ощутить сопричастность к подвигам защитников Отечества и память о соотечественниках, отдавших жизнь за безопасность страны. Это имеет, я думаю, большое значение, потому что дети видят, что нашу школу закончили их братья, их друзья, товарищи, и они с гордостью выполнили свой долг перед Родиной и защитили нас от фашистской угрозы. И это поднимает, я думаю, патриотический дух, поднимает вопросы служения Родине. И я думаю, что для подрастающего поколения это очень важный аспект воспитания. Зима в Якутии само по себе экстремальное явление. Достаточно поломки автомобиля в пути, чтобы возникла угроза жизни. Дополнительную опасность создают наледи и полыньи на водоемах. Спасатели республики работают в круглосуточной готовности, обеспечивая оперативное реагирование. Зимой регулярно проводятся учения, на которых отрабатывается слаженность действий экстренных служб и метода спасения. Такие тренировки позволяют оперативно устранять риски и повышают шансы на успешную помощь пострадавшим. Необходимо готовить автомобиль в дальнюю поездку, утеплять его, следить за техническим состоянием особенно, брать с собой резерв, там дополнительные канистры с топливом, и некоторые даже берут с собой запасной аккумулятор, хорошо упакованный в такой вот теплоизоляционный какой-то материал. Некоторые даже просто в одеяло его пакуют. Потому что бывали такие случаи, когда на сильных морозах аккумулятор просто замерзал, и машину не могли завести. В Намском Улусе в торжественной обстановке состоялось открытие нового гаража филиала «Якутлесресурс». Объект был построен за счет бюджетных средств учреждения и силами собственных работников. Площадь гаража составляет 200 квадратных метров. Намский филиал лесопожарной службы возглавляет Георгий Захаров. В составе подразделения 22 специалиста, имеется 13 единиц лесопожарной техники. На мероприятии подвели результаты пожароопасного сезона этого года и определили задачи на грядущий 2026. Намский филиал «Якутлесресурс» – это один из передовых у нас, активно развивающихся. У них очень много техники, современная техника. Пожары тушат оперативно, в первые сутки. Все показатели, нормативы они исполняют. Госзадания выполнили в этом году даже раньше сроков. Поэтому задачи пока те же. Но сейчас будем думать по лесовосстановлению, чтобы Намский район тоже более плотно подходил. Новый год без задолженности. С 1 по 31 декабря фонд капремонта Якутии проводит акцию по оплате взносов без пени «Прощенные дни». Но согласно условиям акции выставлены объединенные начисления за ноябрь и декабрь. Поэтому многие жители, получив счета с двойной суммой, были крайне удивлены. Как разъяснили в ведомстве, те, которые оплачивают ежемесячно, могут разделить платеж и во время прощенных дней оплатить взнос за ноябрь, а декабрьский взнос внести в январе. А если оплата производится сразу за 2 месяца, то счета в январе будут нулевыми. Саха КВН отмечает 25 лет. В Верхневилюйске провели улусный этап конкурса. 9 команд из разных школ соревновались в 3 этапах. Это визитка команды, стендап командира и музыкальное домашнее задание STEM. Отметили, что в этом году почти все команды начинающие, поэтому волнительно было всем участникам. Каждый постарался показать свой талант и харизму. Также все 5 членов жюри – это бывшие участники команд КВН. Они оценивали артистичность, шутки, словарный запас и имидж команд. Весь конкурс проходил на якутском языке. В этом году мы отмечаем 25-летие фестиваля Саха КВН. Юбилейная дата – 2025 год. Участники подготовились. Очень артистичные дети есть. Есть номинанты на
Күнкүлүк – это мисс КВН и Көрдөхкөкөт – мистер КВН. Проект «Творческая мастерская Хамус Эгите» прибыл в Хангаласский улус. В рамках проекта в каждом районе проходят двухдневные мастер-классы для детей по игре на хамусе. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Реализация проекта «Хамус Эгете» «Хамусная среда» в Хангаласском улусе прошла на базе Покровской средней школы номер 1. И это неспроста, ведь директором этого образовательного учреждения является известный виртуоз-хамусист Спиридон Шишигин. Это уже 19-й по счету район, где состоялись мастер-классы. Идея проекта возникла именно исходя из требований населения, потому что мы не только должны организовывать свои мероприятия, свои выставки только в столице нашей республики, но также и мы должны охватить наши муниципальные отдаленные наслега. И именно в научном плане мы видим именно улучшение социокультурного фона нашего населения. На открытии после приветственных речей состоялось вручение хамусов детям участников специальной военной операции. Это еще одно важное направление проекта. 20 инструментов для этих целей подготовил кузнец из Усалданского улуса Александр Шепелев. Вообще в этом проекте приняли участие больше 10 кузнецов, мастеров-изготовителей. Это из самых разных муниципальных образований и также и именитых наших мастеров. Эти музыкальные инструменты ручной работы, поэтому это эксклюзивный подарок. Одной из тех, кому достался музыкальный инструмент, стала юная покровчанка Саяна Ефремова. В раннем детстве она пыталась освоить хамус, но забросила это дело. Сейчас, получив собственный инструмент, девочка подумывает возобновить занятия. Насколько я помню, когда в детстве играла, когда хамус играешь, по губам или по зубам бьет, и это неприятно было. В свободное время думаю учить, играть на нем, пытаться. Для народа Саха, для подрастающего поколения это очень важно, и это базовый минимум. На протяжении 2 дней в кабинетах Покровской школы номер 1 шли мастер-классы от сотрудников музея и Центра хамуса народов мира Туяры Жирковой и Алены Платоновой, которые являются хамусистами-импровизаторами. Им также помогали волонтеры. Среди обучающихся были как те, кто уже имеет опыт игры на этом варганном инструменте, так и абсолютные новички. Завершился проект, как и в других районах, демонстрацией полученных знаний посредством массовой игры на хамусе. Проект продолжится и в 2026 году охватит арктические районы республики. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в итоговом выпуске новостей.